утреннем эфире будильники шоу Максим Попов. 1, 2, 3, раз, два, три. Доброе утро, друзья. И Анна Голицына. Я готова. Каждый вторник и четверг с 7 утра на волне Таван Радио и в эфире национального телевидения Чувашии поднимают настроение и заряжают позитивом. Теперь нас не только слышно, но и видно. Вот не зря говорят, лето – это маленькая жизнь, это большая, яркая, насыщенная, солнечная жизнь. А вот уже 20 июня на календаре, казалось бы, только началось лето. Я уверена, еще будет много теплых солнечных денечков. Вот вчера я даже успела позагорать. Ой, как тебе повезло. А где ты загорала? Давай вот расскажи. Конечно, на пляже. Да, ты ездила куда-то за Волгу или нет? Нет, на нашем Чебоксарском пляже. У нас прекрасная набережная. Прогулялись, с девчонками позагорали. Здорово, что может быть прекраснее. Да, видимо, это было с утра, потому что после полудня был дождик, друзья. Но, тем не менее, несмотря ни на какую погоду, как пелось раньше в песне «У природы нет плохой погоды», будем радоваться этому новому дню, 20 июня. Ну и, конечно, просыпаться вместе с нами с будильниками Анна Голицына. И Максим Попов, волна Таван Радио, национальное телевидение. Вот так вот заряжаем бодростью, отличным настроением, тем более накануне хорошего, доброго, великого праздника 24 июня, День Республики. С добрым утром. Все просто. Все, стоп. Меня бесит твоя ревность. Не звони мне больше. Я хочу просто отдохнуть. Ну что тебе непонятно? Я читаю по глазам, осторожно. Я иду навстречу, все возможно. Если вместе ты и я, не забыть нам никогда наше лето. Мы взлетаем над землей, держи сильнее мою руку. Когда мы рядом, так легко, мы чувствуем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Любовь. Твое тело меня тянет, как магнит. Твои губы — это искушение. Все возможно, если вместе ты и я. Не забыть нам никогда наше лето. Наше лето. Взлетаем над землей, держи сильнее мою руку. Когда мы рядом, так легко, мы чувствуем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Мы взлетаем над землей, держи сильнее мою руку. Когда мы рядом, так
так легко мы чувствуем друг друга. Я покажу тебе все то, о чем ты даже не мечтала. Когда в сердцах живет любовь, то больше ничего не надо. Новый день. Вот хорошо, что у нас есть рубрика «Новый день», потому что я вместе с ней узнаю много нового и интересного. Ты знаешь, что не одиноко, я тоже очень много нового и интересного узнаю. Ну и прямо сейчас, друзья, думаю, не будем вас томить, а будем, ну, во-первых, будить, а во-вторых, конечно, говорить, что же пришлось интересного на дату 20 июня в те или иные годы. Вот, например, знали ли вы, друзья, что сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках? Ого, прекрасный праздник, мне кажется, потому что... А ты видела живого слона? Ой, нет, не видела, но вот сейчас вижу на экране, мне кажется, они очень добрые. Между прочим, несмотря на то, что они по 5 тонн весом, они ходят абсолютно бесшумно, потому что какие-то там у них на ногах есть желейные подушки, которые как раз-таки, ну, вот эту всю вибрацию и гасят. Ну что ж, друзья, вот сегодня, 20 июня, защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов, самых величественных животных современности. И впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году. Тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главной из которых освобождение всех слонов мира из неволи. Но вообще, на самом деле, будем надеяться, что зоопарки приобретут какие-то другие рамки, да, для того, чтобы можно было и насладиться величеством и красотой живой природы, и тем не менее не ущемлять животных в их правах. Ну и хорошо, что есть такие праздники, потому что, мне кажется, в этот день особенно вот как-то уделяется внимание слонам, да и вообще животным. Ну и слоны вообще очень потрясающие, конечно, животные. Но мы продолжим, друзья, дальше. И дальше у нас что? Ежегодно 20 июня военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ России в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками. Интересно, тоже здорово, и мы всех поздравляем, всех тех, кто к этому имеет непосредственное отношение. Но на этом не заканчиваем, потому что 136 лет назад в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Вот как все-таки интересно, да, в эту эпоху гаджетов, которых вот держишь так и читаешь с интернета все, конечно же, вспоминать. Тогда наверняка линия телефонная была просто что-то из... Вот сейчас нам показывают интересную картинку из области фантастики. 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной в 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань на реке Волге с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». Ну и, конечно, потом уже стала распространяться эта сеть на другие специальные службы. И как здорово, что сегодня... Есть мобильный телефон. Точно. Без всяких проводов. И, казалось бы, тоже еще один десяток лет назад. Мобильный телефон. Вау, что это? Такой, как кирпич такой был. Вот этот вот агрегат. Но, тем не менее... А сегодня эта маленькая штучка, между прочим, по процессору этой маленькой штучки мобильного телефона, смартфона, сильнее, чем процессоры компьютеров, которые в 60-х годах сажали луноходы на Луну. Вот так вот, друзья. Поэтому прекрасная вещь мобильный телефон сейчас. 72 года назад было доставлено Знамя Победы в Москву из Берлина. Ну и кто родился в этот день? 20 июня 1927 года родился Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер и художник. Помнишь такого? Помню. Наверняка такого. смотрела много мультфильмов Конечно. в советское время. Человек с большой буквы, выдающийся сценарист, ну и, конечно же, режиссер и художник, потому что потрясающие, ну погоди, кто же не знает, например, это все дело творения рук этого замечательного человека. В 85
75 лет назад родился Роберт Рождественский, советский поэт и переводчик. Как много на эту дату пришлось знаменитостей родилось. Например, Юрий Висбор, кому неизвестен. Также родился в этот день, в 1934 году. Это советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист. Ну а кто не знает Николая Дроздова? Сегодня мы поздравляем его с юбилеем. 80 лет ему исполнилось. Советский, российский ученый, зоолог, профессор, телеведущий. Ой, в мире животных я вспоминаю сейчас вот эта музыка, вот это детство. Ну и, конечно, его улыбка искренняя, такая добрая. Он как наш Айболит такой, да? Согласен, да. Ну, конечно, в свое время передачи с Николаем Дроздовым ждали просто вот очень-очень-очень много. А кто родился у нас в Чувашии 250 лет назад? Ну, не родился, а посетил город Алатырь Екатерина II. Такое историческое событие. А 70 лет назад родилась Филатова Ольга Васильевна, архитектор, член Союза архитекторов СССР. 85 лет назад родился Елагин Альфа Николаевич. Да. Интересное имя какое. Я бы ни за что не подумал, что такое имя существует. А вот есть. Это ученый-селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Чувашской АССР. Ну и ровно 100 лет назад проходил первый общечувашский национальный съезд. Вот так вот создан он по инициативе Чувашской национальной интеллигенции. Там обсуждались разные вопросы. Вот такие интересные события. Насыщен, надо сказать, день 20 июня. И на события, и на даты рождения таких знаменитых людей. Я надеюсь, что этот день и у вас будет насыщен позитивными, положительными эмоциями. Оставайтесь вместе с нами, просыпайтесь вместе с нами. Те, кто сейчас завтракает, приятного аппетита. Это «Будильники шоу». Мы продолжаем. Валяй, дурака, Америка, вот те валенки мерзнешь, небось, что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, вот как гармонию лосось, баня, вот как гармонию лосось. Не валяй, дурака, Америка, за морями скучаешь, поди, что Сибирь, что Аляска, два берега. Бабы, кони, раздори в пути, бабы, кони, раздори в пути. Темные улицы, девки умницы, любо-дорого с пляжем кадриль. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Свадьба, запотевший пузырь, свадьба, запотевший пузырь. Много красной у нас материи, всем рубахи пошьем вам, братва. Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права, Екатерина, ты была не права. Не валяй, дурака, Америка, а не обидим, кому говорят. Отдавай-ка землицу, Алясочку, отдавай-ка родимую взад, отдавай-ка родимую взад. Не валяй, дурака, Америка, а вот те валенки мерзнешь, небось, что Сибирь, что Аляска,
Баня, водка, гармонь, лосось. Баня, водка, гармонь, лосось. Баня, водка, гармонь, лосось. Баня, водка и черная икра. Все! Друзья, мы продолжаем наши замечательные будильники шоу. Смотри, я сейчас на телеэкран. Зажигали просто группа Любэ. Надеюсь, что и вы проснулись под эти замечательные ритмы. Хочу сразу тебе задать вопрос. В каком самом необычном парке ты гуляла? Вот, наверное, необычных и чем-то, чтобы они отличались от других, я бы вот не отмечала, потому что, мне кажется, самые необычные все-таки за рубежом какие-то такие странные, да. У нас все-таки парки такие традиционные, красивые, вот в Петергофе. Я была, эти улочки, вот эти вот туда, вправо, влево, Санкт-Петергоф и парки Петергофа, наверное. А в Царицыно была в Москве? Нет. Не была? Съезди, там очень такие интересные белки, которые бегают за тобой и просто выпрашивают у тебя дать орехи, потому что они приучены. Так же, как, собственно говоря, и в Питере, помнишь, наверняка все птицы садятся просто на голову, на плечи и просят что-нибудь покормить. Но это очень весело и забавно. Но белочки есть и в наших парках. И в наших есть парках, друзья. Действительно, у нас развивается это тоже, и строятся новые парки, скверы, и их много. И давайте прямо сейчас посмотрим, послушаем об этом сюжете. Лакреевский лес, парки имени Николаева и 500-летие Чебоксар. 3 основных зоны отдыха горожан. К новому сезону столичные парки подготовились. Обустроили территорию, обновили аттракционы. К примеру, в парке 500-летия посетителей ждут 11 новых каруселей. На эти цели из столичного бюджета выделили около 15 миллионов рублей. Культурную программу сформировали с учетом разных возрастов. Для старшего поколения предусмотрена ретро-программа с участием духового оркестра и капеллы классики. Сформирована программа выходного дня, в дневное время детские представления с аниматорами, вечером мастер-класс по танцам, выступления молодежных групп и диджеев. Они гнут железо и превращают его в произведение искусства. В Чебоксарах открылась выставка кузнечного мастерства «Железное царство». Здесь представлены работы более 30 мастеров кузнечного дела из многих городов страны. Один из участников выставки – Валентин Воробьев. Любимым делом он занимается более 40 лет, превращая холодное железо в изящные скульптуры. Валентин Яковлевич – участник многих проектов. Его работы получили всемирные признания искусствоведов и критиков. На этой выставке он представил более 50 работ. Когда я делаю композицию, вот этот отрезок, он самый у меня счастливый. Там, когда она уже получилась, да, она получилась, не получилась, но когда я делаю, я там летаю, я там живу, я дышу этой темой. Чувашавтотранс возобновил рейсы в Санкт-Петербург. В северную столицу автобус отправляется каждую пятницу в 8 утра. Время в пути 24 часа, обратный рейс каждое воскресенье в 8 утра. Осенью в чебоксарских троллейбусах появится Wi-Fi. Выйти в интернет можно будет на 4 маршрутах. Это 1, 4, 20 и 21. Всего откроют 81 точку доступа. Одновременно войти в сеть смогут около 50 пользователей. Для этого нужно будет пройти идентификацию и авторизацию, указав номер своего мобильного телефона. В ближайшее время начнется работа по установке оборудования, а запуск состоится 1 сентября. Помимо общественного транспорта, бесплатный Wi-Fi появится на Красной площади, в парках имени Николаева и Лакреевский лес. В Чебоксарах впервые выступит сводный детский хор. Масштабное событие состоится в рамках празднования Дня Республики. В тысячеголосом хоре более 600 юных певцов из Чувашии. Остальные приедут из 32 регионов России. В сопровождении симфонического оркестра Чувашии хор исполнит 12 произведений известных русских и чувашских композиторов. Дирижером сводного детского хора выступит главный дирижер-хормейстер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Марис Яклашкин. Ну, все пересаживаюсь на троллейбус с 1 сентября, потому что действительно Wi-Fi в троллейбус это здорово. Особенно, когда едешь с утра на работу, чтобы... Ну, и в окошко, конечно, тоже посмотреть, полюбоваться видами, да, нашего города, но и в то же время узнать какие-то новости. Ну, все поняли, что без Wi-Fi ты жить не можешь, так что за рулем больше не едешь, действительно, троллейбус, чтобы Wi-Fi включить и все новости узнать. Друзья, чтобы узнать все новости, не обязательно включать Wi-Fi, можно слушать волну 103 FM от Таван Радио, ну и, конечно, смотреть национальное телевидение. Продолжается будильники шоу, просыпаемся легко и задорно. Прямо сейчас музыкальная пауза.
сотен тысяч. Голоса устремятся выше облаков, а мы за ними догонять 737-е. Ну а после пойдем между домами слушать ветер. Вдвоем в небе горят кометы. Я закрываю ладонью весь мир, ты рядом со мною, ты моя любовь. Я твои нервы, я твоя последняя, ты мой первый. Я закрываю ладонью весь мир, ты рядом со мною, ты моя любовь. Я твои нервы, я твоя последняя, ты мой первый. Между нами ток ампер, перед нами мир, и он безмерен. Ну, под ногами путь наш сверху небо, а внутри любовь и вера в небо. Мы вперед за огнем, который нам звездами светит. Вдвоем в небе горят кометы. Я закрываю ладонью весь мир, ты рядом со мною, ты моя любовь. Я твои нервы, я твоя последняя, ты мой первый. Я закрываю ладонью весь мир, ты рядом со мною, ты моя любовь. Я твои нервы, я твоя последняя, ты мой первый. Секретов, кто-то скажет не так, мы улыбнемся в ответ, не замедляя шаг, и продолжим наш путь, считая планеты, нас уже не вернуть. Мы в небе горим кометой. В небе горим кометой. В небе горим кометой. Ондоровское месторождение формирует уникальный сбалансированный состав минеральной воды «Волжанка». Состоит из 14 природных макро- и микроэлементов, незаменимых для организма человека. «Волжанка». Здоровье, данное природой. Компания «Шатура» объявляет «Лето без границ». Встречаем горячие скидки до 50% и выигрываем путешествие на двоих в Римини. В июне мебель покупаем, в Италии отдыхаем. «Шатура». Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. 23-24 июня. 10-й юбилейный Чебоксарский экономический форум «Регионы России. Новые точки роста». Международное сотрудничество, пленарное заседание и неформальные встречи. Вручение национальной предпринимательской премии. Участники форума – российские и зарубежные бизнесмены, эксперты и чиновники. Время новых решений на 10-м юбилейном Чебоксарском экономическом форуме.
24 июня в 14 часов Чувашский конный завод имени Чапаева приглашает на празднование Дня Республики. В программе конные бега, конкурсы, детские аттракционы, катание на лошадях. Ждем вас! Ядринский район, поселок Совхозный. 24 июня в 14 часов. Пятый всечувашский праздник Акатуй. Древние традиции, в современном воплощении. Народные коллективы из Москвы и Севастополя, Мурманска и Перми. Поет и танцует вся Чувашия. 23-24 июня празднуем вместе День Республики. Пейте, сударыня, вино, я свою голову давно к вам на блаху положил. То ли умер, то ли ожил, вам на блаху положил. То ли умер, то ли ожил, нам с вами некого видеть, было, что было не изменить. Утром в соломе были, что же мы с вами наделали? Утром в соломе были, что же наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Знаете, сударь, а мне плевать, что скажут люди о нас опять. Кто в Царство Божие, кто распят, люди многое говорят. Кто в Царство Божие, кто распят, люди многое говорят. Я к вам больной лежу душой, и только с вами мне хорошо. Думала, свыкнется да болит, что же мы с вами наделали? Думала, свыкнется да болит, что же наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Пейте, сударыня, вино, все, что случилось, все суждено. Утром в соломе в пыли мы с вами главное нашли. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали? Что мы наделали? Утренний гость. Что мы
наделали, друзья? Мы проснулись сами и теперь будем всех вас. Ну и надеюсь, что вы вместе с нами подключились и просыпаетесь. Настала рубрика замечательного утреннего гостя. Я с удовольствием представляю Сухую Оксану Владимировну, президента общественной организации Федерации оздоровительного цигунь, тайцзицуань и ушу по Чувашской республике. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Оксана, у меня сразу вопрос. Вот вы пришли необычно, не просто, а вот как-то по-особенному. Что это такое? Мне кажется, у наших телезрителей сразу такой вопрос возникает. А я хочу представить вам волшебную тибетскую чашу, поющую чашу. Даже могу вам немножечко прозвонить, если хотите. Очень хотелось бы услышать. Это волшебный звук, который успокаивает, восстанавливает энергетику. Вот. Все с востока к нам идет. Вот. Поэтому я и представляю Восток. Отлично. А с чего началось? Вот как вы вообще пришли к тому, чтобы заняться этими замечательными видами? И поподробнее, наверное, потому что вот цигунь, тайцзицуань и ушу. Я вижу 3 названия, которые мне, в принципе, ушу я еще кое-что там слышал. Да, но, например, цигун и тайцзицуань для меня это вот новинка. Ну, началось все с того, что я услышала сначала звук от чаши. Мне стало интересно, что это за звук, который вел меня в космическое пространство. Вот. И я начала изучать Тибет, Китай, познакомилась поближе с чашей, обучилась массажу тибетской поющей чашей. Затем мне стала интересна философия Китая. Я как-то попала в поток традиционной китайской медицины, обучилась 2 ступени прошла. Познакомилась с интересными, сильнейшими мастерами по цигун, которые предоставляют традиционную китайскую медицину, а практика в традиционной китайской медицине – это цигун и тайцзицуань. Вот. И я попробовала это на себе и поняла, что это настолько сильная практика, не сравнена ни с чем. Вот это для меня лично, может быть, кому-то покажется сильнее какое-то другое направление, но я почувствовала за 2 недели такой прилив энергии, такую силу, такую защиту вокруг себя. То есть вы прекрасно все знаете, что энергия есть везде, да, и вне нас, и внутри нас. Вот. Ее можно сделать сильнее, ее можно наполнить. И вообще зарадоваться жизни, да, с помощью этой энергетики, которая вас спасает везде и повсюду. Вот. А чашу... Нет, да, но столько вопросов, давай, задавай. Как это работает? Вот вы говорили, что в медицине, да, то есть какие-то болезни, да, определенные, или вот от всех болезней, вот какой-то свод правил какой-то есть, да? Это про чашу. Да, про чашу. Чаша – это виброакустический массаж на молекулярном уровне, очень глубокий, такой проникающий внутрь тела. Он, опять же, по всем каналам очищает энергетику. Если говорить о чакрах, то убирает застои в чакрах. Да? Очень приятный массаж, расслабляющий, 2-часовой. От макушки до кончиков пальцев вы будете чувствовать эйфорию, вы будете улетать куда-то в космос, в другие пространства, в другие миры. Кто-то просто получит от этого удовольствие, восстановит работу организма. Работа организма идет, то есть коррекция работы организма идет с помощью вибраций. То есть массаж проникает внутрь тела, убирает застои, то есть вибрирует органы, сосуды восстанавливает, опять же костную систему восстанавливает, суставы. Даже 3 сеансов уже бывает достаточно, чтобы восстановиться. А вот хотел спросить, насколько часто можно использовать чашу космическую, чтобы не совсем не улететь куда-нибудь в космос или где-то не летать в облаках? Насколько часто? Ну, это по желанию. Я использую ее часто на себе, потому что действительно она помогает и дает отвлечься от каких-то бытовых проблем, да, восстановиться. Поэтому это не обязательно, там надо глубоко в это проникать. Можно сделать просто профилактику какую-то для себя, восстановить, нервную систему восстановить. У кого есть стрессы, многие приходят ко мне со стрессами, с различными и очень тяжелыми, и действительно за 10 сеансов восстанавливаются и начинают жить заново и еще более успешно. Вот. А я вот сейчас вспоминаю традиционный классический массаж, когда лежишь, когда туда и туда тянут, и ты думаешь, когда же он закончится. Но есть разные виды массажа, да, бывают все-таки. Да, что чувствует человек на таком вибрационном массаже? Он засыпает. Я опять повторяю, или уходит в транс. Много историй, потом девочки мужчины тоже ко мне приходили, рассказывали, что видели даже своих предков,
которые приходили и им помогали в выздоровлении. Кому-то приходили какие-то святые. Ну, много-много всего. Кому-то приходил даже бог Шива. Так что это все волшебно. Это не просто так. Это чаши много тысяч лет. И императоры сами пользовались этими чашами. И до сих пор в раскопках их находят. То есть, видите, у них есть орнаменты, это все молитвы, это те молитвы, когда прозваниваете, они начинают работать внутри тела. То есть молитва автоматически входит в вашу. То есть это не больно, это никуда меня не тянут, руки, ноги не... Нет, то есть релаксирующий такой сеанс, можно сказать, да? Да, ну и оздоровительный. Да. Вот и с этого и начался у меня цигун. А цигун, он тоже направлен, кстати, на восстановление, оздоровление. И очень даже, опять здесь хочу сказать, что настолько я на себе почувствовала, что даже немножечко забросила йогу, потому что, хотя практикую йогу 10 лет, но поняла, что цигун для меня это просто высшая ступень, куда я хочу идти дальше. Ну, про практики начали говорить, вот 10 лет в йоге. Я так понимаю, что и чашу не случайно услышали, видимо, где-то в Китае, да, либо где-то тоже ездили, когда практиковаться. А с какого уровня можно начинать заниматься подобными практиками? Нужно к цигуну нужно прийти. Или как-то подготовиться. Или это можно вот взять, прийти и начать заниматься? Вот так и есть. Взять, прийти и начать заниматься. Все легко и просто. Да, вот не обязательно страдать какими-то заболеваниями, лучше начать с профилактики. Профилактика – это лучший способ, чтобы быть всю жизнь здоровыми. Вспомните, по статистике даже, много видели программ, китайцы живут намного дольше, у них продолжительность жизни в среднем 80 лет. Ну, это о чем говорить. Кто был в Азии, тот прекрасно помнит, что они все выходят в парки, занимаются цигун, тайцзи. Не обязательно в парках, я даже видела и около торговых центров, где угодно. Они вот выходят и занимаются. В 5-6 утра уже начинаются практики. То есть они понимают, что это для их здоровья. Если, конечно, уже есть проблемы, обязательно надо прийти на цигун. Неважно, какие у вас заболевания. И даже если кому-то тяжело ходить, есть специальные практики, которые, сидя на стуле, можно делать. Цигун, он в основном направлен на восстановление энергетики, то есть внешней и внутренней. Есть специальные меридианы, это каналы, по которым идет энергия, и каждый канал проходит через определенные органы, суставы, связки, сухожилия, то есть тут все работает абсолютно. Вот. И даже, я говорю, 2-3 занятия уже будет чувствоваться результат. Есть интересная поза, ну просто хочу пример привести, поза петуха, золотого петуха. У меня много занимаются женщины пожилого возраста, вот, и там есть, в этой позе нужно стоять с закрытыми глазами на одной ноге. Сначала это было нереально, а стоять нужно 10 минут. Вот. Сначала все пугались, мы да никогда не сможем. Сейчас стоят и 10, и 15, и, то есть, закрытыми глазами, и на фору всем молодым девочкам. Хочу порекомендовать всем, попробуйте сейчас, встаньте на одну ножку, закройте глаза, постойте чуть-чуть. Почувствуйте, у нас включаются все органы абсолютно, то есть не только органы, но и мышцы. Каблучки только, друзья, надо снять, у кого они есть, и встать на одну ногу и попробовать постоять. Да, на самом деле, да, у кого вестибулярный аппарат работает не очень хорошо, то сложно, сразу сложно. Ну, практика, да. Но практика, видимо, дает о себе знать, и, в принципе, ничего невозможного есть. Я думаю, что много еще интересного Оксана Сухая поведает нам о том, что есть в цигун, что есть в ушу. Поговорим чуть попозже об этом. Я думаю, не только об этом. Прямо сейчас музыкальная пауза. Простой ответ. Две судьбы, один сюжет. Опять не спать и лишь о нем мечтать. Телефон молчал весь день. Он не вспомнил о тебе. Дома во тьме, но свет в твоем огне. До утра ты не сойдешь с ума. До утра ты все должна понять.
Утренний гость. Утренний гость. Вот отлично, это же время года лета, когда можно, я вот не перестаю говорить, когда погода действительно вторит, да, особенно вот вчера какая была солнечная, но дождь тоже нужен. И вообще занятия на свежем воздухе, вот я почему-то эту тему хочу затронуть, потому что именно летом мы выходим на пробежку, то есть, да, если зима немного пугает, а летом можно поплавать, да, в Волге, и летом можно позаниматься на свежем воздухе, например, на пляже. Да. Где продолжить или сама скажешь? Я вот хочу задать нашему гостю, вот Оксане Сухой, такой вопрос. Практикуете ли вы какие-то тренировки в удобное время? Наверное, да, я вот для себя немножко, да, сейчас что-то урву. Для желающих, для тех, кто хочет заниматься не в каком-то зале, да, а вот дышать свежим воздухом, наслаждаться солнцем. Да, это прекрасная идея, и хорошо, что вы об этом заговорили. По воскресеньям я провожу для всех желающих благотворительную программу Цигун Тайцзи на берегу реки Волга по улице Сверчкова. Если у кого-то есть желание, приходите, вы получите массу удовольствия. По утрам это просто сказочная атмосфера, проплывают теплоходы, поют чайки, тишина. Шумит лес, поют птицы, и вы наслаждаетесь практикой. То есть просто волшебно. Насколько рано надо проснуться и приехать? И что нужно с собой взять? Коврик там или еще что-либо? Ну, по возможности, да, хорошо было бы, если бы вы взяли коврик. Занятия начинаются в 7 утра. И длятся час. Да, в прошлом году мы начинали с 6 утра, но в этот раз я решила немножечко пожалеть наших чебоксарцев и приглашаю их к 7 часам утра. Но мне кажется, как раз-таки к 6 проснуться легче почему-то, чем к 7. Это, видимо, какие-то определенные биоритмы. И вот в связи с этим хочется задать вопрос. Существуют ли в этих практиках какие-то определенные временные рамки по дню, когда можно заниматься и нельзя, либо нет таких разграничений? Заниматься можно всегда, но есть желательные временные рамки. Если говорить о утре, то это с 3 утра до 7 утра, например, да? То есть пока идет восход солнца. На восходе солнца желательно, чтобы вы практиковали. Это повышает ян-меридианы, то есть улучшает поток энергии и усиливает вдвойне. Затем желательно заниматься, делаем паузу 2 часа, и с 9 до 11 следующий временной промежуток, который хорошо подключает мочеполовую систему. У кого есть проблемы с почками, опять же, с поясницей, там, да, с суставами. Вот. Это этот промежуток временной, желательно в это время заниматься. Следующий цигун желательно практиковать с часу до 3. Тоже хорошая работа для сердечно-сосудистой системы, печени. И с 7 часов вечера до 9 вечера. То есть и в этот промежуток вы занимаетесь. Все часы направлены на работу каких-то определенных органов. То есть они в этот период как раз начинают активно работать. А также и даже препараты традиционной китайской медицины рекомендуют пить именно в эти промежутки. Если у вас есть проблемы с печенью, вы пьете в этот временной промежуток, потому что печень в эти часы активна. Точно так же почки, да, в определен и так далее. То есть вот обязательно... Есть определенные рекомендации. Да, да. Нет, а если тренировка цигун, как вы говорили, да, начинается в 3 утра, а во сколько нужно лечь? И, может быть, не нужно вообще ложиться или спать? Ну, это по желанию, да, есть люди, которым достаточно короткого сна, да, поэтому они могут встать в 3 утра и начинать заниматься. Вот. А в принципе, в порядке традиционной китайской медицины желательно ложиться в 9 часов, в край 10. И вставать в 5-6 утра. Ну, в 5 это вот идеальный вариант, чтобы в 5 уже встали и начинали практику с восходом солнца. Но встали мы с тобой сегодня идеально по всему, а легли, об этом история, друзья, умалчивает. Но вот хочу отметить, что Оксана Сухая у нас президент общественной организации Федерация оздоровительного цигунь Тайцзи Цюань и Ушу.
по Чувашской республике. Когда эта ваша федерация обосновалась и куда движетесь? Официально мы открылись в январе этого года. Поздравляю, вы еще Спасибо. молоденькие Да, совсем. мы еще молодые. Движемся, хотим раскрыть все плюсы этой практики, этого искусства, этой культуры в нашей республике. О ней мало известно, хотя есть уже специалисты, которые работают с цигун, с тайцзи, и очень хорошие специалисты, но их мало слышно, и вот поэтому захотелось открыть федерацию и сплотиться, и стать единым, и продвигать себя не только здесь, в республике, но и на мировом уровне хотелось бы, конечно. Я думаю, мы будем к этому идти. Вот, и выступать, и участвовать в соревнованиях, которые проходят каждый год. И я думаю, мы проведем их и здесь. Как интересно, друзья. Совсем скоро мы узнаем, сколько человек уже состоит в федерации, какие соревнования проводятся вообще у нас в России и за рубежом. И, конечно же, я знаю, что у вас есть еще одно интересное событие, которое вы хотите организовать. Да. Поэтому оставайтесь с нами, обязательно про это поговорим. И с собой согревать лунные пляжи. Она в курсе цены любви и слова, но себе отдать не готова. Она любит носить белые топы, она может покорить сердце Европы. Она может взять красотой и словом, но себе отдать не готова. Никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине, никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине. Течет синее небо, она летом раздает взгляды из снега. Она любит спать головой на север и одна гулять ночью серой. Никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине, никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине. Принцесса на горошине. Никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине, никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине, никем не взята, никем не брошена. Принцесса на горошине. Утренний гость. Утренний гость. Друзья, мы продолжаем общаться с нашим гостем. Оксана Сухая сегодня к нам пришла, вот необычно, к нам пришла вот с какими-то такими предметами. Мы уже с ними ознакомились и даже почувствовали на себе. Работает, как сказала Оксана, до костей, да? Прям да. Массаж костей. Я почувствовала вот эту вибрацию. Почувствуйте и вы, дорогие друзья, телезрители, когда придете на цигун. У меня вопрос такой. Мы определили какие-то временные рамки, да, то, что с 3 до 5 такой цигун, с 7 до 9 определенный.
Есть ли какие-то сезонные моменты? Вот зимой у нас проходит по такому плану, весна по такому, лето как-то особенно. Да, конечно, есть. Даже не только в практике, даже в питании. Вот. Если говорить о весне, о лете, есть специальные упражнения, которые помогают. Вот весной у нас, например, больше страдают, больше повреждены, повержены, да, стрессом, это легкие и печень, да, и поэтому практика цигун больше направлена на восстановление этих органов. То есть я даю больше упражнений на восстановление легких, например. Летом сердечно-сосудистая система, то есть больше работаем над сердцем. То есть у кого-то давление повышается, надо его нормализовать, мы делаем определенные упражнения, то есть и так далее, да, естественно, все это грамотно сделано и разработано тысячелетиями в Китае. Вот, и я пытаюсь это внести в мою программу. Лето в вашей программе здесь, в Чебоксарах, в Чувашии, как оно проходит? Да, у меня сейчас интересный проект для всех, кто хочет оздоровиться, восстановиться и даже похудеть. У нас есть программа «Худеем вместе». Я так ее назвала, хотя там включаются все комплексы, не только похудание. Это лагерь, который открылся впервые в таком виде на санатории «Волга». То есть я провожу там, не только я и моя команда, это тренера с отличными наработками, специалисты сертифицированные. Мы проводим тренировки для всех желающих, которые придут в наш лагерь. Обязательно правильное питание, правильный режим, что немаловажно, чтобы организм хорошо работал, нужен режим. Мы будем следить за режимом, мы будем ходить в походы, мы будем плавать в минеральной воде. Атмосфера просто нереальная, природа шикарная. Сами знаете, наша Волга, да, красоты необычайные. Вот. Это все будет в комплексе. И за 2 недели люди, я думаю, получат желаемый результат, не только оздоровиться, но и похудеют до нужных объемов за счет правильного питания, режима и постоянных тренировок, которые будут проходить 4 раза в день. Я правильно понимаю, что вы там будете и жить? Да. То есть это не нужно уезжать домой, приезжать, то есть это в комплексе. Да, мы живем командой, все вместе друг друга поддерживаем, просто отдыхаем. То есть отдыхаем душой и телом и оздоравливаемся. То есть все прелести, друзья, традиционной китайской медицине теперь доступны у нас в Чебоксарах благодаря Оксане Сухой, которая организовала замечательную федерацию. Я думаю, что как раз-таки вот на такой замечательной позитивной ноте мы будем подводить итоги нашего уже утреннего телеэфира. Ну а всем радиослушателям мы говорим: оставайтесь вместе с нами, никуда не уходите. Переходим мы на волну 103 FM Тван Радио. Всем телезрителям отличного настроения. Оксана, может быть, вы хотите что-то пожелать? Да, я хочу всех пригласить к себе в лагерь, оздоровиться, восстановиться. Приходите к нам в клуб. Клуб находится на улице Лебедева, 7Б. Мы всегда будем рады вас видеть, приветствовать. Мы сделаем все для того, чтобы вы были довольны и счастливы. У нас есть сайт, можно я его скажу? Конечно. fitnesschep.ru. Вся информация о нас, о наших практиках есть на этом сайте. Будем рады каждому из вас. Ну и мы рады, что вы начали это утро вместе с нами, с будильниками, с нашими телезрителями, радиослушателями. Сахая Оксана, президент общественной организации Федерации оздоровительного цигун, Тайцзи Цюань и Ушу по Чувашской республике. Сегодня в будильниках. Мы переходим в радиоформат. Да, друзья, не прощаемся. Всем желаем удачного, яркого, энергетического, позитивного дня. Ну а что посмотреть, куда сходить, прямо сейчас в афише. В музее чувашской вышивки работает выставка Юрия Григорьева «Юрьева стежка». В экспозиции представлены творческие работы мастера, выполненные в разнообразной технике.
Тема многих из них продиктована боевым прошлым автора. Юрий – участник войн в Афганистане и Чечне. На выставке представлены портреты военных товарищей, флаги и штандарты, пейзажи, шевроны и многое другое. В культурно-выставочном центре «Радуга» проходит выставка «В кругу семьи». Уникальная экспозиция высокоточных копий посвящена жанру детского портрета. Зинаида Серебрякова, Диего Веласкес и Томас Гайнсборо. Выставка ознакомит посетителей с работами талантливых живописцев из разных стран мира. Будильники.